У всех в этой жизни есть свое место. Наше же место – это Чукюр. Свои глаза мы откроем в Чукуре. Последний вздох отдадим Чукуре. Если снаружи окажемся в беде, себя мы бросим в Чукур. Где бы мы ни были, вернемся назад в Чукур. Даже если мы друг с другом не знакомы, мы знаем друг о друге. Яма. Сколько стоит 5 кило апельсин? Тебе отдам за 17. Много сказал. Давай, сделаем 15. Ладно, за 16 отдам. Вон тут продают за 16, и я не взяла у них, но они намного лучше твоих. Ты сейчас меня обидела. Мои апельсины самые лучшие на рынке. Обижаешь, видишь же, какие апельсины. Но я тебе отдам эти за 15. Но другим не говори. Хорошо. Давай, выбирай. Извините. Слушай, легкой вам работы. Мелиха. Это от меня. Спасибо. Благодарю. Дочка, я тебя спутал с одной девушкой. Поэтому я такой удивленный. Как бы там ни было. Чего ты там хотела? Смотри, есть и яблоки, а апельсины. Чего мне тебе дать? Репортаж. Ты только начала. Откуда вы поняли? Ты очень честолюбивая. Да. Взорву одним репортажем. Войду в доверие редактора. И сразу взлечу, так? И да, и нет. С самого детства я слышу ваше имя. На самом деле и мне любопытно. Я не услышу вопросы, которые не по мне. Потом не говори, что не предупредил. Ладно? Не записывай. Только то, что останется в голове. Хорошо? Садись. Вечером, когда рынок расходится, приходят бедняки. Соберут овощи и фрукты. Я не оставлю беднякам то, что сгнило. Открой прилавок, пусть берут столько, сколько им нужно. Если я заработал свой кусок хлеба, то заработал. Что осталось ему, так? 42 года. Даже одного дня я не принес домой гнилых фруктов. Мои дети только один день не кушали фруктов досыта. А они чем кормят своих детей, я не знаю, не вмешиваюсь. Сколько у вас детей?
Там старший Джумали. Он в тюрьме. А мой братец Джумали, приятного аппетита. Чуть младше Кахраман. Он стал во главе дел. Да. Братец, братец, братец. Братец. И еще раз будешь заниматься торговлей и педофилией в школе, а? Братец, ты что сделала? Ну ладно, дружок, я начинаю. Братец, прошу, отпусти. Хорошо, хорошо, дружок. Братец, клянусь, я больше так не сделаю, братец. Стой, стой, успокойся. Продавец воздушных шаров. Смотри, это его исцеление. Еще исцелим, так? Верно. Из семьи самый младший Селим. Дитя мое, клубника свежая? Нет, тетя. Если нет, зачем тогда продаешь? Да, тетя, что ты делаешь? Бери, если не берешь, то иди. И это мне говорит этот. Иди и передай от меня привет. Брат, иди сюда, возьми. Что случилось? Вот же есть та тетя, да? Брось в нее, скажи, что это передал господин Селим. Боже. Господа, соберите это, раздайте беднякам, давайте. Ты только посмотри на это, а. Все было хорошо, не хватало только торговаться. Продавец шаров из человека, в кого ты превратился? Почему ты так любишь продавать шары? Или же ты педофил? Какой из них? Ты вылечился? Еще раз будешь извращенцем? Будешь заниматься педофилией? Нет. Молодежь, давайте сыграем матч. Братец, то есть, что мы сделали? Мы же умерли. Да что вы там умерли? Всю работу сделал я. Братец Кахраман, мы с раннего утра преследовали этого хрена. Прошу, пойдем и ляжем. Идите, ложитесь. А я найду себе с кем сыграть. Иди на футбольное поле. Один. Здешние жители этот район называют ямой. Верно, дядя. Посмотри, мы в яме. Из-за того, что здесь раньше было болото, низина. В 79 году приехало очень много народу и стало очень люто. Район, конечно, увеличился. Приехал муниципалитет. Сделаем здесь район. Как назовем? Ну, раз уж так, спасибо. Они собрались и сказали, пусть будет Кочу. Я бы никому не сказал, назовите так или не так. Мне нужно пропотеть немного. Мои вещи готовы? Братец, они в комнаты постираны и поглажены. Молодец, Микки, ты вникаешь в дело. Ты ведь знаешь, ты прикажешь, и я исполню. 5 к 5? Микки, 1 к 5. Надо выпустить пар. Послушай, с самого утра разве придет столько народу? А кто? Сделал матч Беленч. Они не придут, и если они вступят в спорт, ты выберешь, брат. Ах ты, лев, лев. Ну, беги давай. Хорошо, брат, беги. Максимум 10 минут. Получается, все, кто живет в этом районе, ваши родственники или знакомые. Ну, удачного дня, брат Дрис. Предположим, это так. Даже если это не так, эти люди, когда у них возникают проблемы, всегда приходят ко мне, и если есть единственное, что могу сделать, я сделаю это. Чтобы не было неправильно. Ну а когда у меня проблемы, я иду к ним. И если не разозлитесь, я еще хочу кое-что спросить. А зачем не злиться, дочка? Я с самого начала сказал, я не слушаю, если это дело не подойдет мне.
Вы владелец половины зданий и партнер другой половины. Мы сейчас говорим о миллионах лир. Почему вы все еще занимаетесь торговлей, являясь владельцем такого богатства? Послушай, госпожа. А мой покойный отец говорил, нужно возвышать не деньги, а людей. Когда у тебя проблемы, а рядом нет никого, какова тогда ценность денег в этом случае? Когда приходят торговцы, разве только мне известно? Мои сыновья тогда пойдут и сядут за прилавок. Мы смотрим не туда, куда пришли, а туда, откуда пришли. Господин Кахраман. Для всего есть свой порядок, братец. Ты правильно сказал, господин Кахраман. Но вы очень занятые люди. Не связываюсь. Кого бы ни подсунул, ни одного вы не приняли. Садитин. Ненасытный Саадитин. Живи 100 лет. Брат. Команда готова. Пусть ребята начинают расти. Проходите. А вы своему брату налейте крепкий чай. Брат Саадитин мне быстро надоедает. А когда начинает надоедать, то я меняю канал. Не волнуйся, господин Кахраман. Наш сериал очень волнующий. Хорошо, а что вы скажете о вышедших новостях о вас? А что за новости? Полицейские Чукуря даже вам докладывают. На сегодня хватит. Для тебя начинается опасное время. Но еще даже не вечер. Но я же не сказал тебе, что уже вечер. Я говорю, что для тебя наступает опасное время. А, поняла. Значит, я начала спрашивать опасные вопросы. У тебя есть машина? Мы отвезем тебя. Нет, но если вы проводите меня до такси, я буду благодарна. Хорошо. Исо, в машину. Итак, на сегодня хватит. А что будет с фруктами? Те, у кого были деньги, купили. Пусть Аллах подарит изобилие. Когда не было, мы смотрели издалека. Это их право. Я уже рассказывала о своем партнерстве. Вы будете меня защищать. А я буду отдавать вашу долю заработка. Саадитин, я тебя прервал. Вы владельцы этого чукюра, господин Кахраман. Вы сидите на сундуке с сокровищами. Мы не положили глаз, пусть Аллах даст и больше. Но после того, как мы не смогли открыть сундук, после того, как мы не смогли достать золото изнутри, сундук, опять сундук. Всем всегда нужны деньги. Поговори со своим многоуважаемым братом, пусть он примет нас. Посидим и поговорим. Это партнерство нам всем принесет прибыль. Хорошего дня. Если умный, то не найдет нас. Если глупый, то не расстанется с нами.
Парень, ты на запрещенной территории. Отъедь, мы проедем, потом и ты уедешь. Знаешь, что это такое? Эта дорога запрещена для тебя. Ай, не тяни уже. Пропусти его, сынок. Молодец, глава. Иди к своей бабушке, дедушка. Я проведу тебя до этой улицы, а там посажу в такси. Мы не смогли отвезти тебя до дома, не судьба, видимо. Ничего страшного. Ты подожди меня минутку, хорошо? Выключи машину. Выходи. Ты видишь этот продуктовый магазин? Вижу, брат. Идешь туда, покупаешь себе и своим друзьям газировку. Газировку. Да, если захотят денег, скажешь, что Идрис заплатит. Хорошо? Хорошо. Если спросят, кто такой Идрис, то скажешь Идрис в Кочувалы. А теперь иди купи газировку, садись в машину и жди меня. Извини, госпожа. Я должен был тебя до дома отвезти, но не получилось. Не судьба. Что вы ему сказали? Кому? Парню в машине. Забудь. Когда еще раз приедешь, заранее сообщи мне об этом. То есть я могу еще раз приехать? Конечно, можешь. Кажется, тебя неправильно проинформировали про меня. Мы не едим людей. Спасибо большое. Это тебе спасибо. Почему? Потому что не задала тех вопросов, которые разбили мое сердце. Чье сердце? Давай, госпожа. А последняя вещь, если не личная, конечно. Когда я впервые приехала к вам, вы нашли меня похожей на кого-то. Кто это? Прошу прощения, кажется, это личное. Близкий человек, которого я потерял давно. Ты так похожа. Поняла. Большое спасибо. Когда еще раз приедешь, зайди в один из магазинов и скажи, что хочешь встретиться со мной. Этого достаточно. Они свяжут тебя со мной. Хорошо. Спасибо большое. Купили газировку? Но не выпили. Эй. И вы пейте. Сынок, это газировка. Как? Ты спрашивал, кто такой Идрис Кочувалы? Спрашивал, отец. Разве вы не здешние? Нет, не здешние. Вы не из Тобола, кажется. Нет, отец, мы новенькие, прости. Ты выйди-ка из машины. Отец, я поступил невежественно. Выйди.
Мы сейчас с тобой сыграем игру, ладно? Держи. Ты же знаешь, как играть? Если выиграешь, поцелуешь мне руку и уйдешь. Ну, а если выиграю я подумаю, ладно? Орел или решка? Орел. Орел. Отлично. Кидай. Больше ты не будешь вести себя так с незнакомыми и не будешь оскорблять. А теперь уходи. Может, надо было ему ногу прострелить? Ну что ты, сынок. Если все оставить на тебя, то в Стамбуле все будут хромыми. Альчо, иди. Саадет, открой же дверь. Иди сюда, Альчо, иди. Проходи, тебя любит свекровь. Упаси Господи. О, дядя, у меня нет свекрови. За меня не отдали девушку. Нет свекрови? А у тебя есть любимая девушка? Давай пойдем и попросим ее руки, сынок. Что такого? Нет, дядя. Они не читают книги. А тем, кто читает, не нравлюсь я. Я голоден, выпью суп. Суп готов. Или ты почуял запах? Нет. Сестрица Саадет мусор вынесла. О, Господи, не называй меня сестрицей, я моложе тебя. А что было внутри мусора, Альчо? От кефира коробка, головки красного перца, еще обертка сливочного масла. Все, что нужно для супа. Ты только глянь, а? Теперь у нас ничего личного. Он теперь возится в мусоре нашим, братец Идрис. А это его дело, дочка. Что ему еще делать? Насыпь ему супа, пусть поест. Ты готов же? Готов. Пусть подавится и уйдет, а то из-за него воняет вся моя кухня. Чей на нее внимание? Как дела в районе? Есть какие-то вести? Братец Кахраман опять играл в мячик. Потом пришел какой-то человек, они сели и поговорили. Кто? Кюре? Нет. Но я раньше тоже видел его. Возле школы и здесь. В смысле здесь? Здесь, в машине. А они сели и поговорили. С кем он сидел? Суп! Здравствуйте. А что, добро пожаловать. Папа, нам нужно кое о чем поговорить с тобой. Подожди. Саадет, ты мне тоже дай суп. Ты разузнал? Кто он? Он новенький в Стамбуле, но их банда. Их много, все родственники. А откуда он нашел Чукюр? Нас. Ну разве существуют те, кто не знает про Чукюр? Я не про это. Они до этого общались, но тебе не сообщили об этом. Что скажешь? Я предлагаю встретиться. Я думаю, без этого никак. Хорошо. Пригласи завтра, посидим. Я посмотрю в его глаза, посмотрю, у него благой взгляд или коварный.
Поймем. Хорошо, отец. А ты куда? Я здесь, отец, никуда не собираюсь. Ты не выйдешь этой ночью. Будешь сидеть вместе со своей семьей. Ты очень часто выходишь. Мне скучно. Это хорошо, ну и пусть. Никогда не бывает легко. И я выйду. Передашь матери. Брат Садитин. А отец сказал, что вы можете прийти. С Богом. Где твой отец? Вышел. Этот человек раз в 40 лет выходит и никогда не рассказывает нам, куда. Ты знаешь, куда он ходит, мама? Еда готова? Селим еще не приехал? Позвони, пусть придет. Звоню, мама. Should I go? If you said that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always stay, stay, stay. You happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Парень, разве немного? Да, братец, разве так можно? Посмотри на нее. Она очень красивая. Парень, вина в нас, что остановились. Братец, дай мне половину. Простите, можно вас? Сколько? Парень, она показывает цену хлеба. Жизнь моя, я не опоздал? Ты стоишь не в том месте. Это место для работающих девушек. Они приняли тебя за такую. Ты что несешь? Кто ты? Я никто, но они очень решительны. Эй, братец, отойди немного, мы так мило разговаривали. Нет, вы неправильно поняли, она моя девушка. А какая девушка? С тобой все в порядке? Ты почему так делаешь, любимая? Эй, братец, отойди, смотри, что госпожа говорит. Нет, брат, мы поссорились, она немного упрямится. Отойди отсюда. Мы торговались, парень. Простите, пожалуйста. Иди с другой торгуйся. Эй, друг мой. Идем. Беги, беги. Ну ты даешь.
Пускай убегают. Иди сюда, иди. А мы убежали? Молчи. Молчи. Ты маньячка, что ли? Я помочь тебе пытаюсь. Но ты поставила меня в такое положение. Чего ты хочешь? Я голодна. Ну-ка, потише, прошу. Голодна. Уже голова не соображала. Я хотела покушать. Да откуда я могла знать, что ты хороший? Подошел ко мне так резко. Ладно, ты права. Ты права. Прости. Ладно, мы можем уже выйти? Нет, я не выхожу. Это мой дом. Хорошо. Эй. Ну, если ты так голодна, пойдем, я приготовлю тебе яичницу. Нет, спасибо, не хочу. Ну, как хочешь. Будь осторожна. Что такое? Ты ни разу не видел человека, который ест яичницу? Видел. Но такого не видел еще. Ты очень проголодалась. Ну, я же говорила. Ты правда несколько дней ничего не ела? Ты столько времени на улице живешь? Ну, а что случилось? Почему ты в таком положении? Не скажу. Я тебе все еще не доверяю. Когда будешь доверять, ты расскажешь? Посмотрим. Ты мне тогда имя свое скажи. Мерджан. Вранье. У тебя не может быть такое имя. Я тебе даже имя сказать не доверяю пока. Ну, хорошо. Ты куда? Я подготовлю вещи, чтобы зарезать тебя. Очень смешно, правда? Ну, подготовлю тебе ванну, одежду и все такое. Эй, минутку. Я не собираюсь у тебя дома принимать душ. Тогда уходи, прошу. Не знаю, ты в курсе или нет, но ты неприятно пахнешь. Я не пахну. Королева, спасибо большое. В этом году не отказали. Приехали. Обрадовала меня. Мой дорогой, пока я жива, пока дышу, я с вами. Дай Бог. Сыграйте нам.
Ах, Идрис. Твоя любовь. Твоя любовь. Есть что-нибудь одеть снизу? Ну, я положил туда. Подашь? Verir misin? Ты всегда была такая или только после аварии? Какой Ne аварии? kazası? Ну, не знаю, вот, но ты явно ударилась головой обо что-то. Ты очень Bayağı смешной. komiksin sen ya. Ладно, Hadi спокойной Allah'a ночи. çıkarsın. Оп, оп, оп. Куда ты? Nereye? Спать иду. Yatacağım. Да, ну я тебе здесь постелил. Там моя комната, ты здесь будешь спать. Как мне стыдно, разве с гостями так можно обращаться? Я не доверяю тебе, чтобы отдать тебе свою комнату. И что в итоге делаем? Sonuç olarak Я сплю в своей комнате, а ты здесь спишь в итоге. Все, спокойной ночи. Выключи телевизор. Что ты делаешь? Заходи, я закрою дверь. gideceğim. Ты шутишь, да? Откуда мне знать, что ты ночью не проснешься и не зарежешь меня? Kesmeyeceğini. Если бы ты был нормальным человеком, то спал бы на диване, да? Yatardın, değil mi? Ах, друг мой. Моя вина в том, что я пустил тебя в дом. Ты маньячка? А нужно было об этом думать до того, как пустить меня в дом. И что там такого в твоей комнате? А ну, стоп. Тебе-то что? Давай, спокойной ночи. İyi geceler. Я закрываю. Bak. Закрывай. Tamam. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Я Сина. Sena ben. Я Мач. Yamaç. Siktir şansımı sikeyim. Добрый вечер, отец. Добрый вечер, господин. Beyefendi. Откуда это взялось? Я позаимствовал у друга. Çaldım ya. Не ври мне. Купил, папа. Накопил денег и купил. Сынок, что я тебе говорил? Мы не живем на показуху. Хоть ночевалы не выделываются. Yapmaz. Ты теперь, сев на эту машину, будешь по Чукуру ездить? Ulaşacak mısın? Будешь. Разве не скажут за твоей спиной? Кочевалый Селим избалованный. Ну а?
Забери и отдай. Впервые за 40 лет что-то сделал. Забери и отдай. Завтра отдам. Не завтра. Этой ночью отдашь. Что мне сделать? Человека ото сна разбудить? Да. Поднимешь его с кровати. Сина. 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 Доброе утро. Не могу поверить, я заперт в своей комнате. Сина. Разве такое может быть? Да тебе-то что? Да тебе-то что, твоя мать, а? Да что происходит? Где ты была? Я купила тебе горячие булочки с утра пораньше. Хорошие не ценят. А ты что подумал? Я понял. Извини. Извини. Минутку. У тебя же нет денег? Да, нет. А как ты купила то, что на тебе? За твои деньги. За мои деньги? Да, твоими деньгами. Ну, как тебе? Красиво получилось? Ну, не расскажешь? Что? Почему ты была на улице в такое время? Да что найдет на улице, тащит домой. Сынок видит котенка, домой несет. Находит щенка, домой несет. Ну, я его вылечила, а потом обратно на улицу отпустила. Да, на улицу отпустила, но благодаря тебе он не отходит от двери дома. Сестренка, прошу прощения. Мы все это уладим. Я вам обещаю. В этот дом больше не зайдут животные. И Манч, если останется животным, приведет бездомного. В конце концов, еще и семью с улицы привела. Хватит уже. Нельзя уже так. Они были на улице ночью. Дети так и сидели там. Ночью, в непонятно во сколько. А что бы ты делала? Из-за этого. Разве из-за этого арендатор выгоняет жильца? Разве меняет замки? Возможно, такая же, как и вы, знающая, что такое добро. Видно же по глазам, что вы хорошая. А если только с любимым останется, то можно. Он не мой парень. Ну и ладно. Ну-ка, постой.
Она уже на протяжении 6 месяцев не оплачивает аренду. У вас есть ответ на это, госпожа Сина? Я не верю в мнимость денег. Я знаю. Farkındayım zaten. Сестра, сделаем так. Şöyle yapalım mı? Вы правы. Haklısınız. Я еще раз обещаю за Сину, что такое не Bir повторится. daha böyle şeyler olmayacak. Блин. За 6 месяцев я вам оплачу аренду, Havale yapacağım. а вы дадите мне ключи. Anahtarlarını vereceksiniz. Oh be. Мой любимый дом. Ты настоящий рыцарь, ты ведь знаешь? Ты был в сказках, которые мне рассказывал папа. Его звали Жан Пардье. Жан Пардье. Прекрасное имя. А сейчас я настолько счастлива, что могу поцеловать тебя. Даже уже поцеловала. Что случилось? Не сегодня. Не сейчас. Почему? Со мной что-то... Нет, нет. Я... Ты же мне сказала, Чухали? Şövalye dedin ya. Я хочу вести себя как он. Davranmak istiyorum ben. Если ты захочешь. Sen de istersen. Хорошо. Но можно, если ты не уйдешь? Никуда не ухожу. Не волнуйся. Fenetilamin. Yani Что это означает? Fenetilamin. Ya da fenetilamin. Bir nörotransmitter. Memelilerin sinir sisteminde bulunan bir nörotransmitter. Красиво. de Ну, что это означает? Fenillamilamin, fenil bilmem ne bir şey. Это становится причиной проявления гормонов дофамина и норадреналина. Гормоны? Норадреналин. Adrenalin, Увеличивает dikkati внимательность. arttırıyor. Становится Kalp причиной для atışının быстрого hızlanmasına сердцебиения. sebep oluyor.
заставляет тебя чувствовать так, будто тебя пнули в живот. Hissetmene sebep oluyor. Заставляет расширяться зрачки. Görmemesine, То есть, yani чтобы глаза никого не hiçbir şey видели. ya da hiç kimseyi görmemesine. Ладно. Я ничего не поняла. Сколько ты весишь? Susan, 54. Представь, что ты 54 килограмма шоколада. И если бы ты съела 54 килограмма шоколада, как бы ты себя чувствовала? Подумай. Я сейчас вот в таком состоянии. Я очень влюбился в тебя. aşık oldum ya. Ты и я проведем остаток жизни вместе. Geçireceğiz. Будем очень счастливы. Olacağız. Никто не испортит наше счастье. Yolumuzu bozamayacak. То есть ты уверен настолько? Как Nasıl так? ya? А ты нет, что Değil ли? misin? Ну-ка, давай, вставай. Gidiyoruz. Куда? Nereye? В самое прекрасное место Стамбула. Ты уверен, что это принадлежит твоему брату? Да, а что? Evet, neden ki? А если мы попадемся охраннику, будет плохо. Да брось ты сейчас про охранника. Посмотри, скоро солнце встанет. Я очень счастлива, да проклянет Аллах. Сумасшедшая. Кое-что спрошу. Что? Если у тебя есть плохие привычки, скажи с самого начала, чтобы я привыкла. Как это? Nasıl yani? Ну, не знаю. Ne bileyim. Убийца, вор. Katil misin, hırsız mısın? В бегах ли ты от полиции? Kaçıyorsun. Возможно, это последний день перед тем, как ты попадешь в тюрьму. Önceki son günüm bugün. Откуда мне знать? Поэтому хочу привыкнуть. Ты бы ждала меня, если бы посадили? Bekler miydin beni? Конечно бы не ждала. Ты что, маньяк, что ли? Müebbet diyoruz. А если бы получил 5 лет? Ну, тогда бы подождала. 5 лет получил? Ты действительно сумасшедшая. Delisin. Нет, действительно что-то Bir есть. şey var. Все не может быть настолько прекрасным. Хорошо, говорю. Söylüyorum. Говори давай. Hadi bakalım gönder gelsin. За полчаса до знакомства с Bundan тобой yarım saat önce я занимался любовью с другой девушкой. Но она была до тебя. şeydi ama То есть, yani я же не знал, что встречу тебя. karşıma çıkacağını bilmiyordum ki. После этого никогда. Asla. Bundan sonra. Кое-что спрошу. Soracağım. Ты реальный? Gerçek misin? Реальный. Gerçeğim.
Он идет. Мир вам. И тебе мира. Мой господин, ты принял нас, не отказал. Да будет доволен тобой Аллах. Спасибо. Прошу. Мой господин, давай сразу к теме. Я не хочу отнимать у тебя время. Послушай. Нашу работу забрали у нас. Наркотики употребляли и все уничтожили. Они сломали наши крылья. Нас не пустили зарабатывать себе на хлеб. Мне жаль. Спасибо. Неважно. Мы взяли и приехали в Стамбул. У этого города плодородная земля. Накормит нас. Я говорю про события годичной давности. Спасибо нашим соотечественникам. Нас приютили. Перевязали наши крылья. Теперь мы можем вновь летать. Ну а теперь на чистоту. Мое дело наркотики. Кому надо, тот знает. Если кто-то начал эту гадость употреблять, так легко не закончит. Только когда начинаешь продавать, тоже невозможно остановиться. Насколько ты понимаешь, мой господин, мы невежественные люди. Что умели, тем и занимаемся. Но нашим делом невозможно везде заниматься. Нужно тайное место. И мы узнавали и расследовали и наш район господина Кочувалы. Ей-богу, мой господин. Туда даже птица не взлетает без твоего ведома. Полиция сообщает тебе, прежде чем приехать. Люди на районе готовы перевернуть весь мир за одно твое слово. Ей-богу, я еще никогда не видел и не слышал о таком районе. Спасибо. Но чего ты хочешь от меня? Теперь, мой господин, смотри на этого Саадитдина, как на свое дитя. Устрой мне здесь пару местечек. Под землей, над землей, неважно, мне даже курятник можно. А потом ни во что не лезь. Лежи и играй со своими внуками. Я тебе каждую неделю буду приносить сюда чемоданы денег. А потом захочешь, то будешь сжигать их и согревать своих внуков. Или будешь раздавать в районе всем. Этого я не знаю, я не полезу. Это мое предложение, мой господин. Что скажешь? А теперь, господин Саадитдин. Саадитдин, не так ли? Саадитдин, Саадитдин. Это наш район. И люди на районе стоят за нас грудью. Спасибо им. Но у этого есть причина. И причина в том, что я буду защищать их жизнь и товар. А они мою. На нашем районе только мой господин. Я не буду продавать здесь. Даже в Турции продавать не буду. Сразу в Европу. Я решил сказать.
На нашем районе продается оружие. Да. Это правда, что бывает, продаем за границу. Можешь поинтересоваться. Еще есть те, кто по ночам выходит к дорогам, чтобы продавать свое тело. Ну а что еще может быть? Но все знают, что при возвращении домой они будут в безопасности. Дело не в том, что именно ты будешь продавать или нет, господин Саадитдин. Дело в том, что они это дело не примут. Это нам не подходит. В моем районе нельзя заниматься этим делом. Тебе удачи. Что будем делать, мой господин? Значит, не судьба. Какая разница в остальном, не так ли? Ну хорошо, удачного дня. Что скажете? Я не взлюбил. Я не взлюбил его, когда он пришел ко мне. И сейчас не взлюбил. А ты что скажешь? Он спокойно стоять не будет. Ты сейчас его выгнал, он вышел через дверь, постарается войти через окно. Ты. Нам нужны горячие деньги. Горячие деньги не вращаются, отец. Ни горячих, ни холодных. Не хочу. Лучше пусть не будет этих денег, которые зарабатываются этим путем. Ты не можешь купить с документами оружие, отец. Мы всего лишь оберегали бы людей, они не... Ты молчи. Ты вообще не говори. Из баров мы уже 2 месяца даже копейки не можем заработать. Мне пойти и собрать деньги? Ты же говорил о горячих деньгах. Вот тебе. Разве это не твой человек? Брат. Да какой брат? Он нормально не делает свое дело. И ты не дергаешь его за ухо. А потом говоришь о горячих или холодных. Вы видели его? Алчный. Он не отступит. И еще никогда ему никто не отказывал до сих пор. Что вы тогда будете делать? А будьте внимательными очень. Мы первые должны узнать, кто был в районе, кто ушел из него. А ты молодец. Ты что такое несешь? А ты опять не защитил своего брата. Ты опять накормил Идриса Кочевалы. Селим, не беси меня. Ты будто не знаешь, какой у него характер. А видно было, что так и будет. У нашего отца Идриса откроются глаза. Он и так увидит свет в но бесполезно. Они не оставили другого выхода в Арталу. Разве оставили, Видат? Не оставили. Не оставили. Тогда позвони людям. Пусть начинается бардак. Ямач, тебя зовет к себе босс. Хорошо, я иду. Nasıl durumlar? Her şey okey. Босс, ты позвал меня? Парень, где тебя носит несколько дней? Я болел. Ты бы позвонил, парень.
Я был настолько болен, что не смог даже позвонить. Ямач, Ямач, что ты скрываешь от меня? Я из дела взял ампулу карбоната. Вычтешь из зарплаты. Да какое мне дело до твоей ампулы? Возьми сколько угодно. Я вот что хотел тебе сказать. Гибсон Лекс Паус Гюстон, 61-й. Ты откуда узнал? Я знаю. А что будешь делать? Ну вот тебе позор. Ты знаешь, что я коллекционирую гитары. Разве нельзя прийти и спросить, братец, может, ты интересуешься этим? На, держи и напиши, сколько хочешь. Нет, ни за что не продам. Да я уволю тебя. Если не уволишь, обижусь. 100 тысяч. Ни за что. 150 тысяч долларов. Босс, я не продам. Ты хоть знаешь, чья это гитара? Знаю, наверное. 200 тысяч долларов. Ну, прости, босс, ни одна сила не заставит меня продать эту гитару. И ты в том числе. Все, я ухожу. Ямач, это мое последнее предложение. 250 тысяч долларов. Ямач, послушай, сынок. Куда 250 тысяч долларов? Ямач. Эй, дружище. Собери ребят, посмотрим. Ну хорошо, никаких проблем. Ну, с Богом, господа. Послушай, мы на этот раз покончим с этим делом. Покончим, не переживай. Все спрашивают, знаю это, поэтому говорю. Минуту. Мы сделаем только для себя. Нельзя переходить на массы. Хаджи, ты умрешь, если не заработаешь пару копеек. Нет, я не могу взять на себя эту ответственность. Ну уже, сделай этот сахар уже. Я разве говорю тебе взять на себя ответственность? Да и никто не узнает, что это ты приготовил. Народ увидит только маленькие пакетики, больше ничего. Парень, это будет очень сильным. Но не все смогут исправиться. Ну как? Да мы взорвемся, парень. Ладно, прекрати. Добро пожаловать. Как дела? Не могу поверить в тебя. Блин, я знала, что что-то выйдет. Вот тебе. Нет, минуту, подожди. Сина. Остановись. Ты не все так поняла. А что я не так поняла? Что интересно, я не так поняла. Ты все не так думаешь. Это сахар. Да, вы говорите, что это сахар. Отлично. Ямач, с каких пор ты употребляешь? С детства. Не могу сдержать себя. Да, я тебе говорю, что это сахар. Настоящий сахар. Мы готовим сладкую шипучку.
Как это? Ну, обычная сладкая шипучка. Ей-богу, ничего такого. Проходи, проходи. Вы больные, ей-богу, вы больные. Ты же лопнешь сейчас от любопытства. Не буду врать, честно, мне очень интересно. Что там такого ценного, что ты закрыл на замок? Это что ли? Bu muydu o kadar değerli olan şey? Şaka yapıyorsun. Это настолько ценно, ты шутишь. Erkin Koray'ı Это mı гитара Эркина Корай? Ta kendisi. Именно его. 1961 Гибсон 1961. Les Paul Castro. Лес Паулс Кастес. Nasıl Как ya, sana это? mı Он verdi? pодарил ее тебе? Мы поспорили, я выиграл. Nesini На что вы iddia спорили? ediyorsunuz ki? Onu Ну, ты не захочешь знать об этом. Ну, про это. şey biraz Это немного... Ладно, забей. Прошу. Çok mu özledim? Ты очень соскучилась по мне. O nereden? С чего ты взял? Akşam Ты сказала, что придешь вечером в бар. dayanamamışsın. Ты не вытерпела. Ha, А, кстати, kayboldum. я думал, что я потерялся. Anladım. Yok ya, Да нет, я просто так. Ne olsun? Что просто так? Да тебе-то что? Отсюда вид красивый, вот и наслаждайся им. Не надо, не надо. Давай, держи. Sen üşüyeceksin. Ты замерзнешь, не замерзну. Yamaç. Ямач, Сена, Hiçbir у тебя мечта planın falan или var планы mı есть yani? какие Gelecekten. насчет будущего? 3 çocuk. Трое детей. Birincisi Первая kız, девочка, ikincisi второй erkek, мальчик, üçüncüsü третья снова erkek. девочка. Oğlum Если сына не sevmezsen полюблю, olacak. выгоню из дома. Kızlarım С adı девочками grup по grup группам dünya выйдем turnesine на çıkacağız. мировое турне. Anneleri ne Интересно, yapıyor тем acaba? временем, что делает их мама? E bana ne? Oğluyla Да ne мне-то что, yapacağız? пусть с сыном делает, что хочет. Senin? У тебя Var mı diye. заветная мечта? Yok. Нет. Vardır. Есть, наверное, одна. Vallahi. Ей-богу, нет. Я настаиваю. Tamam. Ладно, peki. хорошо. Ee, В Париже. Bir В restoranda ресторане, кушая сэндвич, получить предложение руки и сердца от молодого человека. Получилось? Сэндвич тот, что делают в Измире? Нет, тот, что птица. Ну, конечно же, сэндвич из Измира. Сэндвич. ben Я hiçbir zaman эту жизнь никогда hayal не брала всерьез, чтобы строить мечты. İşte bu А yüzden вот поэтому я люблю тебя. matruşka. Ты моя матрешка. Her konuşmamız При каждом için разговоре из тебя her выходит şeyi новая сена. А, еще постой. Ты еще ничего не видел. İzmirli Ты misin? из Измира? Kumrudan mı? Ты понял по сэндвичу? Да. Evet. Да, я из Измира. Родилась и выросла в Гюстепе. Ух ты, говоришь глаза в глаза и все. Bu kadar. O kadar. Конечно, все. Ну, хорошо. Peki farkında Ладно, а ты mısın? заметила, что мы встречаемся либо на восходе дня, либо на закате? Farkında. Заметила и очень это люблю. Ne kadar Как сильно любишь. А вот так сильно.
Господа, доброго вечера. Спасибо. Спасибо. Доброго вечера, братец. Добрый вечер, господин Эльхан. Добрый вечер. Я немного пройдусь. Погода прекрасная. Спасибо, братец. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ты сделал с делом сына? Уладил? Прекрасно. Спокойно, спокойно. Это дело ребят. Нет ничего. Будешь пиво? Ты возьми 2 и приходи, хорошо. Эй, бычара, дорогой, ты не пошел бы в задницу? Можно, если поцелуешь разок. Я матч. Отпусти, отпусти, я матч. Я матч. Попей немного воды. Зачем ты вмешиваешься? Я почти все уладила. Никто не может причинить вред моим любимым. Хорошо, никто. Ну, ты чуть не убил парня. Но он увидел, мать ее. Хорошо, хорошо, успокойся. Этот негодяй ушел. Ты в порядке? Ты в порядке? Я убью этого негодяя. Я его убью. Куда ты его отвел? Аймач, давай уходим. Уходим, больше ты меня не увидишь, понял? Хорошо. Ты и меня пугаешь такими поступками. Ладно. Ладно. Ладно, прошло. Прошло. Пройдет. Эй, господа. Народ начал скучать. Бросьте это пустословие. Вы что, шутите, не видите его руку? Ну, все хорошо. Пусть не играет, пусть поет. Даже пусть не поет. А вот так вот и стоит на сцене. Девушкам и этого хватит. Давай, друг. Я жестоко побью. Ладно, стой. Мои глаза, кроме тебя, никого не видят. Ты меня очень испугал. Не смей бояться. Все прошло. Давай идем. Господа, поем что-нибудь веселое.
Говори. Ты не придешь ко мне? Нет. Потому что я буду гладить твои волосы. Потом ты уснешь. Потом я пойду на работу. Потом ты проснешься. Потом я приду сюда и возьму тебя. А потом вместе пойдем и поженимся. Ты правда сумасшедший? Потому что ты очень нормальная. Хорошо, давай. Время ложится. Завтра нужно быть энергичной. Почему? Я же говорил. Ты очень невнимательная, Сина. Извини, извини. Мы же завтра должны пожениться, верно? Ты не всерьез. Я тут какую-то глупость. Как бы там ни было, давай спокойной ночи. Я люблю тебя. О, что ты сказала? Сказала спокойной ночи. А перед этим? Ты не всерьез, не так ли? Между нами двумя. Ох, ты от усталости начал слышать какие-то глупости. Давай, погладь мои волосы. Халилио, что случилось? Мне нужны деньги. А сколько нужно? Так, чтобы отвезти Сину в Париж. Ого, с чего бы это? Ну, так надо было. И причем срочно. Ну, а что будем делать? А видишь, вон там банк на углу. Пойдем туда, как раз нет никого внутри. Ограбим. Парень, ты больной? Алло, братец, где ты? Ну, хорошо. Встретимся на фабрике. Эти дела не похожи на дела на стройке. А мне жаль. Не расстраивайся, парень. Тот, кто проигрывает в картах, выигрывает в любви. Не так ли, дружище? Ага. И нам не выигрывать. Ты устроил это дело? Я все устроил. Ну же, ну же. Давай, вставай, дружище. Устроить-то устроил, но тебя целый день не будет, как я справлюсь с этим делом. Никаких проблем. Утром проверим третий мост. У нас до утра дела. Хорошо, я звоню этому хрену, пусть он... Но он недоступен. Ладно, держи это. Мы не берем никого с собой? Не нужно, дружище. А то еще пойдут и доложат отцу. У тебя оружие с собой? С собой я наготове. Ну и хорошо, у меня тоже с собой. Если что-то случится, прикроем друг друга. Бог помощь. Держи, брат. Дай один апельсин. Хорошо, братец. Братец, Бог помощь. Спасибо.
Мы же сказали 250. А только наличных нет. Я дам чек. Нет, братец, нужны наличные. Сколько сможешь дать? Что происходит, Ямач? Я хочу устроить сюрприз для своей девушки. Парень, ни одна женщина в мире не стоит этой гитары. Я не согласен. Дай бог тебе ума. Братец, ты можешь дать наличными? Я тороплюсь. 100 тысяч. Но турецких лир. Хватит? Хорошо, хватит. Парень, мне это совсем не нравится. Дай-ка мне номер своего счета в банке. Завтра я отправлю тебе остальные деньги, когда откроются банки. Нет, нет, не отправишь. Я не продаю, я оставляю, чтобы вы присмотрели. Что это значит? Когда соберу 100 тысяч лир, я приеду, заберу у тебя ее обратно. Хорошо, парень, но с процентами. За каждый день, который ты не платил, я буду брать 1000 лир процентов. Хорошо. А ты вернешь, обещай. Обещаю. Я вернусь. Обещаю. И передай от меня привет той девушке. Пусть она ценит тебя. Передам. До встречи. Вот и да, господин. Доброго дня. Хорошо, Лев мой, остальное мы все сами решим. Большое спасибо. Как тебя зовут? Ильхан. Будь внимателен, и если что, ты будешь выполнять заказы этого номера, понял? Хорошо, господин. Как пожелаете. Спасибо. Давай, как газель, газель, газель. Посмотри на нее. Тебе оставить одну? Нет, у меня дела, ты развлекайся. Какие у тебя дела? Ты можешь найти лучшие дела? Самая хорошая работа, она внутри. А вдруг мало тебе? Я закрываюсь. Я тебе предлагал. Хорошо, братец. Чай принесите? Да, Султан. Еда готова, я жду тебя. А ребята приехали? Еще никого нет. Хорошо, я иду. Вот ослы. Давайте, девочки, до встречи. Хафыз, поехали домой, чтобы успеть на ужин. Ну, давай. Передай мне это. Парень, когда ты откажешься от этой дряни? Это будто дамский пистолет, никому больше не показывай. Ой, смотря куда ты стреляешь, если хочешь, даже нож кинь. Боже. Что происходит, парень? Во благо, дай Аллах. Парень, раз ты веришь в себя так, поехали на полигон, посмотрим, кто хорошо стреляет, а кто нет. Мы сейчас поедем на полигон? Мы же должны были успеть на ужин. И я смотрю, ты вдруг прекратил бояться отца. Я не боюсь отца, парень. Ага, я уважаю, но не боюсь. А я не ты. Что такое, ты отдал машину? Нет, не отдал. Ты больной? Ты хоть знаешь, какую маленькую цену я спустил? Отлично. Тогда мы едем на полигон. Тот, кто попадет, возьмет машину. Машина не на мое имя. Если я выиграю, то ты не сможешь победить. Мой хороший братец, не сможешь. Не обманывай себя. Но если я выиграю, я куплю красную. Что скажешь, мы едем или нет? Едем, парень, едет. Нет пути назад. А что ты скажешь отцу? Да я улажу. Почему я отключил, думаешь, телефон? Держи, дружище. О, Аллах. Господин Кахраман.
Папа, дайте мне вашу тарелку. Прошу, дочка. Я открою. Она всегда говорит одно и то же. Или она не успокаивается. Братец Идрис, бегите сюда. Вы сидите. Что случилось, сынок? Что случилось? Я не смог спасти, отец. Кого? Я стрелял, но это было недостаточно, их было очень много. Кого, парень? Они пришли и забрали брата. Брата забрали, отец. Брата забрали. Куда забрали? А? Похороны будут завтра в мечети, что рядом с нами. Скажи ребятам, чтобы сообщили всем. Селим, смотри на меня. На меня смотри. Мы переживаем наше горе под этой крышей. Если, выходя за эти двери, я увижу на твоем лице хоть одну слезинку, то не впущу больше в эту дверь. Услышали? Я не хочу видеть даже одну слезинку. Мы не покажем наше горе чужим людям.
Терпение тебе. Что-нибудь хочешь? Терпение тебе. Нет. Брат, он точно умер. Брат, взяли бы и меня с собой. Я бы пару раз тоже врезал бы ему. Алло, Мадат, ты с хорошими вестями? Нет, брат, не успели. Он зашел в дом. Тьфу на тебя. Так не пойдет, Мадат. Человек не выходит из ямы, брат. Ты же сам знаешь. Мадат, уже во второй раз. Так не пойдет. Сделайте это уже. Хорошо? Давай. Брат Салитин, и еще одно дело есть. Что там, блин, еще? Ну, ты сказал, что денег не дашь, золото дашь, серебро дашь. Нет, я не так сказал. Я сказал, что оплачу драгоценными металлами. Бери. Бери. Видишь? Вот и драгоценный металл. Понял? Понял, брат, спасибо. Понимай. Почему ты так настаиваешь? Не понимаю. Рядом очень много людей, говорю же. Ради бога, дай нам покой хотя бы сегодня. У нас сегодня поминки, почему ты не понимаешь? Альчо, что случилось? Дядя ушел. Брат ушел. Ушел, Альчо. Ушел, сынок, ушел. Они были там. Они ждали, брата ждали. А откуда ты знаешь? Садет, зайди внутрь. Ты там был, Альчо? Там был дядя. Ушел. Брат ушел. Al birader. Эй, блин! Езжай, езжай быстрее!
Брат, брат. Брат. Я не успел, их было очень много. Сынок. 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 Брат Идрис. Папа, папа, папа. Папа. Пап, ты в порядке? Папа. Дедушка. Дедушка. Звони, звони, можешь даже вынести дверь, чтобы мы все были спокойны. Что происходит? Готовься, мы уезжаем, у тебя 10 минут. Да, не забудь паспорт и закрой все двери в доме. Ну уж нет. Ну уж да. Ты не скажешь, куда мы летим? Успокойся. Плыви по течению. Давай будем наслаждаться этим моментом. Итак. Спасибо большое. Мы прилетели. Ну уж нет.
Здравствуйте. Здравствуйте. На этом мой французский закончился. Не переживай, все решу. Я отойду в туалет и вернусь. Брат, как ты? Ты как? Я раньше такого не делал. Ты творишь добро, ты мужик. Я жду от тебя вестей. Хорошо, брат, увидимся. Итак, у них есть меню на английском? Я ничего не поняла тут. А я и так заказал еду, не переживай. Да? Кстати, скажу сразу, я не буду есть улиток. Ты с ума сошла? Это самое вкусное. Лягушачьи лапки тоже есть не буду. Ну тогда давай уйдем отсюда. Поедем во Вьетнам. Я найду там шашлычную во дворах. Закажем гявур и шашлык аданы. Гявур? Не издевайся. А вот и наша еда. Ты не будешь кушать? Вместе будем. Ты не сделаешь этого, не так ли? Дамы и господа, J'adore cette femme. Je suis sur le point de lui proposer de m'épouser. Voilà pour Christian. Si ta mère existait, je serais heureux de votre soutien. вчера вечером ты был прав, когда говорил, что мы быстро поженимся. Что ты им сказал? Дамы и господа, я очень люблю женщину, которая сидит напротив меня. Я сейчас сделаю предложение ей. Я очень взволнован. И если вы меня поддержите, то я очень обрадуюсь. Ты выйдешь за меня замуж? Да. Я не услышал. Ты заставишь меня кричать? Да. Она сказала да. Браво. Спасибо. Ей захотелось это сделать. Ну, что поделать? Посмотри только.
Спасибо. Спасибо, спасибо. А если бы я не сказала «да»? Ну, тогда этого не было бы. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Ну уж нет. Ты же знаешь, что ты сумасшедшая? Видат, у него паралич, братец. Он в реанимации, может даже не дожить до утра. Ну и ну. Все население Чукура здесь. И что мы будем делать, Видат? Будем молить Азраиля, чтобы он пришел и забрал жизнь Идриса? Разве не сами приложим усилия? Брат, ты сам знаешь, но у нас могут быть проблемы. Могут. Ну и что поделать? Тогда дадим Идрису еще пару дней. Пойдем вместо него, пройдемся по нашему району. Давай. Не опаздывай вечером домой, хорошо, папа? Приготовь, я иду. 2 стакана чая. Вот это да. Упал такой великий Идрис. Вот ты на его месте не упал бы? Вырастить такого сына, довести до таких лет, а его продырявили. Братец, помогите, вызовите скорую, вызовите скорую. Отец, отец, поднимись. Братец Митин, отец. Вызовите скорую. Эй! Эй! Эй, вы, сволочи! Вы думаете, что здесь нет хозяина? А ну иди сюда! Эй! Я тебе сказал, сюда иди!
Что мы будем делать, Султан? Вы идите и стойте возле Идриса. Я придумаю выход. Что случилось? Что же ты за человек? Счастливый человек. Я не про это. Скажи, сколько мы дней знакомы? Не знаю. 4, 5. Хорошо. Какой человек может сделать предложение руки и сердца девушке, которую знает 5 дней? Ну и у меня возник в голове такой вопрос, какой человек может согласиться выйти замуж за человека, которого знает 5 дней? В этом ты прав. Мы, кажется, оба немного сумасшедшие. Нет никаких проблем, если немного сумасшедшие. Ты же никогда не бросишь меня? Нет, никогда не брошу. Я люблю тебя, мой мужчина. И я люблю тебя, моя женщина. Я матч. Я матч. Я матч. Aradığınız numaraya şu an ulaşılamıyor. Mobil telefon kapalı veya kaplama alanı dışında. Любимый, где ты? Твой телефон выключен. Что ты опять задумал? Aradığınız numaraya şu an ulaşılamıyor. Mobil telefon. Aradığınız numaraya şu an ulaşılamıyor. Mobil telefon kapalı veya kaplama alanı. Это моя работа. Один товарищ мой попросил, и я организовал бракосочетание. Я не знаю того господина. А он не оставил никакого номера? Нет, честно. То, что вы знаете, то знаю и я. Хорошо, благодарю.
накануне вечером. Жизнь любит плохие шутки. Ты можешь выйти замуж за мужчину, которого знаешь 5 дней, а на следующий день не найдешь его рядом. Он пропал, даже не оставив записки. Любовь всей своей жизни только ради того, чтобы она была в безопасности, оставишь совсем одну в незнакомом городе. Ты будешь воевать с отцом. Эта война сделает тебя тем человеком, которым ты хочешь стать. Эта война отдалит тебя от семьи. Когда ты думаешь, что не будешь счастлив еще больше, вернешься в дом, в который ты обещал никогда не возвращаться.